Друзья, доброго вечера всем. Взял червей, взял ведерочко. Вот такой вот прекрасный закат у нас. Туманчик провожает, да, туман? Туманчик. Пока-пока. Ну а мы едем, друзья, на вечернюю проверку. Хотел выехать пораньше, но опять же не получилось пораньше у меня. Думал, сейчас загружу ролик вчерашний, как я вчера ездил. Оставлю комментарии к ролику про розыгрыш термоса. Интернет слабенький, ролик не догрузился. Я понял, что не успеваю. Так, сегодня после проверки Ромку пока проводили. Ромка поехал в город Ухта, передал посылочку Александру Мазаю. Ну а потом, как обычно, монтаж ролика, домашние дела. Вечер решил уделить именно хотел успеть загрузить ролики, разобраться с комментариями, не успел. Опять стемнеет, так что решил все отложить. Ролик вы сегодня увидите чуть попозже. Но ничего страшного. Главное, он выйдет сегодня, потому что, ну вот, опять на речку. Надеюсь, улов опять будет. Надеюсь, все получится заснять. И скоро вы увидите уже новый ролик. Поехали. Ну вот мы и на реке. Судя по кроссовку, который стоит на границе, вода, ну, не падает, не прибывает. Вроде бы стоит на месте. Конкретно не замеряли. Сегодня ездил в поселок Русаново. Отвозил Артема и Толика. Поехали заниматься деревенскими делами, помогать матери, копать огороды, тудым-сюдым. Мотор, в принципе, работал. Сейчас попробуем. Заведется, нет, без подкачки. Так, немного не получилось. Не хочет. Подкачаем. На улице полный штиль. Погодка вообще классная, изумительная. Лишь бы не испортилась. А то, когда ветер, вообще проверять не в кайф. Все накачало. Теперь должно завестись. Должно. Но не обязано. Ну не надо только вчерашнего. Вчера с таким настроением пошел пораньше. И он не завелся. Сегодня что нормально работал. Вот русский мотор, так русский мотор. Только не говори, что ты на одной свече сегодня опять будешь работать.
Что нам скажет сегодняшняя проверка? А сегодняшняя проверка нам говорит, что здесь никого нет. Ну да. И здесь пусто. Сегодня не клевый день. Что-то рыба перестала клевать. Что-то здесь не так. Черви все целые. Даже никто не подходил к ним. Или не время, или что. Я не знаю. Вроде погодка такая хорошая. Ну, не знаю, не знаю. Или все-таки кто-то сглазил. Угу. Зацеп. Ну вот. Сейчас будет обрыв. Хорошая леска, бля. Поводок хоть бы порвался, бля. Блин, и крючок хороший, походу. Все. Кирдык придольнику. Ну, хоть здесь, хотел сказать, ну, хоть здесь кто-то есть, как Харю спрыгнул свечкой и ушел. Получается, и здесь пусто. Ну, хоть здесь он был и уплыл. Что-то какая-то фигня. Вон, сечери целая. Что-то тут неладно. Или с водой что-то. Обычно, когда вода останавливается, начинает падать. Бывает такой тоже. Денек бывает не клюет. Посмотрим. Видно будет. Так. У нас все-таки что-то клюнул. Вот так вот. Первый есть. Есть первый язёк. Попал на последний крючок. Попал на последний крючок.
Да. Что-то сегодня совсем слабо. Первый язь. Так, что-то есть. Сижок. Вот и сижок. Первый заглотил. И там еще что-то есть. Блин, сюда куда пошел? Сижок, язёк. Язёк ушел с очки. А сижок вот он. Заглотил глубоко-глубоко. Вот такой вот маленький ротик у сига. Вообще малюсенький ротик. А заглатывает, мама, не горюй. Аж до самых... Ну, крючок тоже небольшой. Вот из-за этого как бы я и ставлю крючки всякие. Средние, мелкие, крупные. Сегодня вот Алим попал на мелкий крючок, слабый, который разогнулся. Если ставить только крупные крючки, то в лове не будет тебе ни сигов, ничего такое. Так что надо те и те ставить. А еще лучше вот такие средненькие универсальные крючки. Только нужно крепкие, толстые. Тогда может и сижок, и налим, и все что угодно. И все выдержит. Запутался. Так, иди сюда. Да что такое сегодня? Блин, второй продольник уже. Второй продольник мы порвали. Но хорюска мы поймали. Ну ладно, бог с ним, с этим продольником. Сделаем новый. Текс. Ну, значит, не судьба. Что-то сегодня мне не везет. Вот. Так, что-то вроде бы есть пока. Какая-то натяжечка. Вот он волной идет, скорее всего, это язь. И еле-еле висит. Если дернется, уйдет. Не дернулся. Ага, там еще кто-то висит вроде бы. Даже два. Это два хариуса, друзья. Как два брата-близнеца, вот они.
рядышком попались. Вот этот слабо зацепился, мог уйти, а второй заглотил. Ну, хоть что-то. У нас уже 3 хариуса, сижок. И раз, два, треська. Ну, хоть что-то. А то я же думал, совсем сегодня пусто будет. Енскадан. Вот так вот, где-то пусто-пусто, а где-то сразу 3. Вот ты пойми потом эту рыбу. Так, что-то дергает. Что-то дергает. Что-то резкое, типа хариуса. Скорее всего, он и есть. Вообще-то нет, есть. Ну, блин, об мотор запутался. Видали, какой он хитрый? Но мы тебя перехитрили. Мы тебя перехитрили. Хорошо дергался. А, заглотил хорошо. Этот мой. Этот был мой. Он даже утку же заглотил. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так вот. Как-то вот так. Так, что-то дергает. Так, ёрш. Блин. Дергает рыба, но зацеп. Вижу рыбу. Вот как вот так, а? Тихо, 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 мой хороший. Тихо, мой хороший. Так, езя спасли. Теперь попробуем отцепить продольник. Я говорю, здесь много кустов. Постоянно куда-то да куда-то цепляется. Блин, куст это хорошо держит, не то что налима. Есть. Часть продольника оборвали. Ничего страшного. Сделаем новый. Эти продольнички уже старенькие. О, крючок обломан. Ладно, вот там еще один последний продольник остался. И все на сегодня. Ну вот и крайний продольник.
Что он нам скажет? А он не скажет ничего. Просто тупо молчит. Ладно. Ну что? Проверку мы на сегодня закончили. День сегодня был не клевый. Утром уже заметно было поменьше. Ну, еще что-то было. Хотя бы и черви пустые были. Но сегодня практически все черви на месте. Рыба не берет. Но все-таки нам удалось поймать. Вот. Раз, два, три, 4, 5 язей. 5 язей. Раз, два, три. 3 хариуса и 1 сишка. Так что я считаю, улов вполне достойный. Вот столько поймать зимой. Это было бы, конечно, за счастье. Ну, сейчас, конечно, все, пол-ведра и тут на донышке. Нормально. Есть что посолить, есть что пожарить, еще малосолочкой. Нормальный улов. Будем надеяться, что завтра будет улов получше. Так что встречаемся завтра до утренней проверки. Всем пока. Ну, сегодня мы даже успели до темноты зато. Хотя и поздно вышли.